Республиканскому общественному движению Турпалхой исполнилось 7 лет. С чем мы и поздравляем всех участников движения. Удачи вам, ребята! Маршал. Да, маршал. И сразу перейдем к нашему разговору. И мой первый вопрос. Но сперва я вас представлю нашим телезрителям. Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Актуальная тема» принимает участие руководитель республиканского общественного движения Турпалхой Джабраил Абдулвагапов. И мой первый вопрос, Джабраил. 7 лет назад было создано общественное движение Турпалхой. Тогда это был проект. Да. Кто автор? Кто организатор движения? Чья идея? Кто инициатор? Вот такой вот первый вопрос. В первую очередь, это коллективная идея. Это идея, которая зародилась у нас внутри команды. Вся наша команда, на данный момент нас 13 человек, мы все занимаемся, помимо своей основной работы, общественной деятельностью. Пытаемся принести пользу обществу, нести свою лепту в тот созидательный курс, который держит глава республики. Вас 13 человек. Да. Команда состоит из 13 человек. Да. Это ваше общественное дело. Да. А так вы работаете на разных предприятиях, в разных специальностях. Да. Интересно. А как время, откуда время на все это? Имея желание, можно найти время всегда и во всем. И, как я уже говорил, когда мы начинали, нас было около 7 человек. Так. Мы, как я уже говорил, занимались общественной деятельностью до этого. И зародилась такая мысль, чтобы сделать, чтобы наших героев не забывали, чтобы через 50-100 лет не пришел какой-то отчепенец и написал от себя выдуманные какие-то истории. Не стал переписывать историю. Не только переписывать, но и говорить, что у чеченцев не было героев в это время, что все герои были в прошлом и так далее, что любят говорить некоторые особи, так скажем, на разных интернет-площадках. И пришли к такой мысли, что нужно рассказывать о современных героях. То есть, благодаря кому сейчас мы живем в таком процветающем, динамично развивающем регионе, в самом безопасном регионе, в такой большой стране, как Россия. И мы пришли к тому, что нужно рассказывать о них. И в первую очередь мы начали свою деятельность. Первый пост был о великом сыне чеченского народа Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, да Аллах поблагодарен. Потому что все те герои, о которых мы рассказываем, в первую очередь поверили ему, поверили его слову, его идеям, его мыслям, и что то счастливое будущее, в котором мы сейчас живем, что оно наступит. И мы запустили такую страничку в социальной сети Instagram, ныне запрещено в Российской Федерации, а также и на других площадках, социальных площадках. И первое время никто не знал, кто стоит за этим проектом. Некоторые, только несколько человек, так скажем, которые нас... Никто не догадывался? Нет. Те, кто нас первыми поддержали, это министр по нацполитике, печати и информации Ахмед Дудаев и ныне министр спорта и физкультуры Иса Ибрагимов. Вот эти два человека, которые первыми отозвались на нашу идею, первыми поддержали нас. И потом уже вышли на Министерство внутренних дел Чеченской Республики, тогдашнего в лице министра Руслана Алханова, за что мы им очень благодарны, за то, что они поверили нам, поверили, что мы возьмемся за это дело, поверили, что мы доведем это дело до логического конца. И на сегодняшний день, спустя 7 лет, уже можно сказать, у нас есть огромная работа за плечами, которую мы проделывали совместно, в первую очередь, с теми людьми, которые я перечислил.
и плюс со взаимодействию со всеми органами власти, исполнительной и другими То есть ветвями. идея была коллективная. Да, идея коллективная была. За 7 лет вы начали об этом говорить. За 7 лет. Можно вот так привести какие-нибудь цифры, что, как, каковы итоги? Вот вкратце, если Конечно, можно. конечно. На сегодняшний день мы рассказали почти о 900 героях, современных героях Чеченской Республики. Реализовали около 40 крупных проектов, направленных на духовно-нравственное патриотическое воспитание. Сделали звонки на около 90 тысяч минут. Опубликовали более 7 тысяч постов на разных площадках. Приняли участие во всех всероссийских молодежных форумах. Принимаем по сегодняшний день участие, а также принимаем участие в грантовых конкурсах. Есть успехи в этом направлении. Реализовали несколько форумов с общим количеством охватов около 2000 человек, можно сказать. Аудитория в общем, если взять в социальных сетях, около 200 тысяч человек. Выезды, адресные выезды, где у погибших героев остались пожилые родители, около 40 выездов. То есть на данный момент имеем такие цифры. Вас понимают люди, когда вы к ним обращаетесь? Вас понимает молодежь и эту вашу работу? Конечно, за 7 лет мы не видели ни одного человека, который сказал бы, а зачем мне это нужно или зачем это нам нужно. Наоборот, куда бы мы ни пошли, к кому мы не обратились бы, нас всегда поддерживают и всегда хотят участвовать в наших проектах. Непонимания нет. Нету. Ни у молодежи, Нет. ни у кого. По крайней мере, мы не видели таких людей. Не было такого. Нет. 7 лет прошло. 7 лет большой работы. Очень много произведено проектов, очень много исполнено разных планов. Что дальше? Дальше, как говорится, больше. Дальше больше. Да, мы понимаем, что несмотря на то, что мы сделали, нам предстоит сделать еще больше. Это всего лишь капля в воду по сравнению с тем, что делает глава республики для нашего региона, для молодежи, для всех слоев населения, те условия, которые он создает в республике, те условия, которые он создает для молодежи, для реализации в разных сферах. То есть это комплексная работа под руководством Рамзана Ахматовича, за что мы ему очень благодарны. И, кстати, он наш самый почетный подписчик в наших социальных сетях. Он за нами наблюдает, мы знаем. И он на каждую годовщину присылает высокие награды для участников. А в этот год? И в этот год было. Не было исключения? Не было, конечно. И что? Что было? Например, один участник получил звание за заслуги перед Чеченской Республикой, 3 человек за трудовое отличие, заслуженный журналист, благодарственные письма, почетные грамоты. То есть это... Среди вас есть и журналисты? Да. Приятно это знать. Приятно это знать. Прошу, прошу. И каждый год он присылает самые высокие награды, что есть у нас в республике. И без той внимания, которое он уделяет нашей работе, той поддержки, которую он оказывает всестороннюю для всей молодежи нашей республики, и в частности движения Турпалхай, мы бы не имели таких возможностей, как сегодня, потому что куда бы мы ни пошли, в каком-либо форуме мы не участвовали, в каком-либо грантовом конкурсе мы не участвовали, мы всегда указываем все наши регалии и, соответственно, та поддержка, которую оказывает глава республики, самая весомая, и всегда нас принимают, уважают и принимают на высшем уровне.
Значит, 7 лет тому назад создание проекта Турполхой, оно было оправдано, получается? Конечно, оправдано. Можно так сказать? Конечно. На сегодняшний день мы, как я уже сказал, имеем 900 историй, которые не может ни один человек изменить. 900 историй, 900 героев. И вот эта галерея героев, Да, которая недавно была открыта в сквере журналистов. аллея героев. Аллея героев. Это ваша идея? Да, наш Ваша проект. работа? Да, Так. полностью на грантовые деньги. Полностью на грантовые деньги? Да. Ребята, скажите, а что вами движет? Любовь к родине, патриотизм и пример главы республики. Неплохо сказано. Смотрите, первое ваше название вашего предприятия – республиканский проект Турполхой. Правильно? Да, С 22 года это уже автономная, некоммерческая организация республиканское общественное движение Турполхой. Правильно? правильно. И тут вопрос, почему сменилось название, с чем это было связано? С тем, что имея уже юридическое лицо, мы имеем больше возможностей, больше охвата аудитории, больше юридических инструментов мы можем задействовать. Мы можем участвовать уже на более больших грантовых конкурсах, чтобы реализовывать свои идеи на примере того же аллеи Статус героев. другой? Да, конечно, статус другой, отношение другое. Проект — это, получается, объединение людей, которые хотят реализовать один проект. А на сегодняшний день, как я уже сказал, у нас уже более 40 проектов. То есть движение Турполхой уже начало сам создавать новые проекты, направленные на духовно-нравственное, патриотическое воспитание, культурное воспитание, просветительские мероприятия. Поэтому была необходимость, чтобы иметь больше возможностей зарегистрироваться. А если мы возьмем название Турполхой, переведем его в аббревиатуру, получится род Турполхой. Это тоже символично. Тоже символично. Тут трудно не согласиться. Смотрите, много у вас работы, много у вас проектов. Над чем сегодня работаете? Вот именно сегодня. Именно сегодня, вот, до приезда в студию, тоже мы встречались с несколькими людьми, которые помогают нам реализовывать проект. Это проект на защите своего Отечества, Герои СВО 2.0 называется. Это второй этап. Первый этап мы реализовали в прошлом году, тоже на грантовые деньги Фонда культурных инициатив, президентского фонда. И мы получили грант на продолжение данного проекта. Уже мы расскажем о 170 героях, которые на сегодняшний день трудятся в зоне проведения спецопераций, показывают высокие результаты, мужество и патриотизм, героизм, которые отличились там, показывая это, которые отметились, точнее, высокими государственными наградами. А для нас каждый, кто принимает участие в зоне СВО, герой, иначе их не назовешь, потому что только герой может встать в своей теплой постели и пойти защитить свое Отечество. И на сегодняшний день уже в марте мы проведем открытие выставки, и эта выставка пройдет, как и предыдущая, во всех районах нашей республики, то есть будет организована. Это передвижная выставка? Да, передвижная выставка. А также все эти истории мы опубликуем на наших платформах, на сайте, в социальных сетях, везде, где это можно. А также, как всегда, наши незаменимые партнеры в лице Миннацинформа и вашего телеканала в том числе. Мы не сомневаемся, что вы нам поможете, чтобы... Ну, тут нет вопросов. Да, тут да. нет вопросов, никаких. Скажите мне, а кто участник движения? Или правильно будет назвать активисты, волонтеры? Мы Движение. называем их сотрудниками. Сотрудниками? Да.
сотрудниками движения Турпалхуай. А на самом деле они являются волонтерами, потому что они не получают за свой труд никакие дивиденды, кроме благодарности. Но это общественное движение. Да, кроме благодарности от общества и кроме наград от главы республики, за что мы ему очень благодарны. Согласитесь, а это дорого стоит. Конечно. Это дорого стоит. И кто же ваш сотрудник? Кто они? Это люди, которые занимаются, так сказать, у нас среди нас есть индивидуальные предприниматели, среди нас есть работники молодежной сферы, среди нас есть работники студенты, среди нас есть работники Чеченстата даже, среди нас есть работники СМИ, которые просто так, зная, насколько это важно для будущих поколений, вносят свою лепту. А не бывает такого? Это общественное движение. У меня есть другая работа. Вот таких споров не бывает? Нет, среди нашей команды такого нет. Такого непонимания в вашей команде нет. И не было Все никогда. понимают, зачем работаем. Конечно, И для чего все это делается. конечно. Откуда вы, ребята? Если бы среди нас были бы такие люди, мы бы не смогли бы реализовать столько проектов, столько хороших идей. У нас не было бы то, что мы сегодня имеем. Алхамдулилла, у нас слаженная команда, которая поддерживает друг друга. У нас нету такого, что, например, да, у нас на каждый проект разные люди ответственны. Если, допустим, вы будете в нашей команде, и вы будете реализовывать какой-то проект, вам не скажут: Ламали, это твоя задача, ты сам делай. Нет. Ты скажешь примерно в группе: ребят, мне здесь поддержка нужна. И не один человек, а все остальные 13 человек будут помогать вам именно. А в что, том может числе быть, меня. и такое, может, и я подойду. На что-нибудь сгожусь, как говорится. Будем только рады. Хорошо. Смотрите, ваш проект, движение, получило такую известность, я бы сказал, огромную популярность. Почему? В чем актуальность движения, что вот такая популярность у вас? Ваше мнение? Я чуть отойду от темы. Прошу. У чеченцев всегда была проблема, что мы не записывали свою историю. Это делали все наши соседи, можно сказать. У нас всегда были герои, они всегда будут среди нашего народа. Всегда найдется человек, который подхватит флаг нашей любимой Родины. И на сегодняшний день все повести о героях, так скажем, мы знаем от уст людей много. Многое до сих пор не записано. Даже то, что передается от поколения к поколению, очень мало чего мы записываем, на сегодняшний день в том числе. Актуальность нашего проекта, как я уже вначале сказал, мы именно записываем истории. Мы Фиксируем. Да, фиксируем. Не то, что мы опубликовываем это в социальных сетях, и все, мы забыли. Нет. Мы набираем, мы опубликуем первые 1000 историй, мы будем издавать первый том книги героев. Ага. То есть все истории, которые мы записывали, не только в электронном виде у нас хранятся, у нас в распечатанном виде. Такая книга памяти. Да, книга памяти будет. И все, что мы сейчас пишем, это все распечатывается и в архив мы кладем. И, соответственно, когда мы наберем первые 1000 историй, как я уже сказал, мы планируем выпустить книгу. И можем даже назвать «Книга памяти» по вашей идее, тоже вполне возможно, мы назовем ее так. И уже никто это не изменит. Как бы, что бы не хотел. Это уже зафиксировано. Да, тот или иной персонаж. Это уже написано. Да, это уже выпущено. Там никто ничего не изменит. Да, и эти книги в первую очередь пойдут в архивное управление, во все библиотеки, во все органы исполнительной власти, во все министерства, ведомства. Везде будут эти книги. И то есть
Ни через 50, ни через 100 лет никто этого не изменит. И это будет всегда актуально. Да. Вы правы. К сожалению, время нашего эфира заканчивается, и моих два последних вопроса. Очень интересный и очень актуальный разговор. Как думаете, нужно ли расширять географию ваших проектов на всю страну? Как бы пафосно это ни звучало, но это не пафос. Хочу сразу предупредить. Может ли движение стать актуальным на всей территории государства российского? Ваше мнение? Конечно, может. Тем более в нынешних реалиях это самая актуальная тема для нашего государства. И наши проекты уже реализовываются в разных регионах нашей страны. Уже есть? Да. То есть к нам обращается очень много людей, которые спрашивают, как мы реализовываем тот или иной проект, можно им копировать этот проект, можно ли им приехать посмотреть на тот же сад героев, на аллею героев, на выставки, которые мы проводили, ожившие герои, герои СВО, межнациональные форумы, межрегиональные форумы, которые мы реализовываем. То есть к нам и по сегодняшний день обращаются наши коллеги с других регионов. И разрешаете? Делитесь опытом? Конечно. Мы хотим, чтобы каждый регион показывал своих героев и не забывал о них, потому что будущее нашей страны именно будет развиваться на примере мужества и героизма наших соотечественников. И, соответственно, да, у нас есть такие амбиции, если это можно сказать, чтобы выйти на федеральный Это уровень. позитивные амбиции. Да, чтобы выйти на федеральный уровень, чтобы выйти так, не меняя слово Турпалхуай на герои, чтобы именно это слово, Турпалхуай, чеченское слово, знала вся Россия. Будем надеяться, что оно так и будет. И последний вопрос нашего разговора. Кто может стать участником движения Турпалхой? И что для этого нужно? Что значит быть участником движения Турпалхой? Вот так скажу. В первую очередь, чтобы стать участником движения Турпалхуай, надо быть патриотом своей родины, своей страны. Любить свою родину, любить свое отечество и думать, какую пользу я могу принести своей родине, а не говорить, что мне сделала моя родина. Это не главное. Главное то, что ты можешь сделать для своей родины. Родина – это как мать, ее не выбирают, она по праву рождения становится твоей родиной. И чтобы стать участником движения Турпалхуай, надо иметь чистую совесть, надо иметь преданность своему делу и просто обратиться к нам с предложением вступить в наши ряды. Мы не отказываем ни одному человеку. Хотя у нас только 13 сотрудников, у нас есть очень много волонтеров, которые подключаются именно на реализацию того или иного проекта. Это в том числе дети погибших сотрудников, это даже жители не нашего региона, которые, когда мы объявляем тот или иной форум, фестиваль или другое мероприятие, сами отзываются с просьбой, могут ли они участвовать. Конечно, могут, на то и делаются эти мероприятия, чтобы участвовали разные люди, разные национальности. То есть, можно сказать, в Турпалхуай может вступить любой человек, какую бы должность он ни занимал и какой бы работой он ни занимался, начиная от каменщика, заканчивая министром. Любой человек может стать участником нашего движения, и мы рады каждому, кто хочет вступить в наши ряды. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Спасибо вам. Спасибо. Честь вам и хвала за вашу работу. Я скажу так. Спасибо. Удачи вам, ребят. Спасибо. А на сегодня это все, дорогие друзья. Вы сами все слышали. А действительно ведь нужное и важное на сегодняшний день движение Турпалхуай.
Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И руководитель республиканского общественного движения Турпалхой Джабраил Абдуллагапов. И напоследок, дорогие друзья, не болеть, будьте здоровы.